Во-вторых, самое интересное, это, конечно, эстафета. Алексей долго не мог определиться со стилем и вышел в джинсах даже на гонку. Вот почему так немножко не подготовились? Ну, я человек южный. Б. На лыжах никогда не стоял. Вот. Один раз встал на горные, и это печально закончилось. Я понял, что лыжи это не мое сегодня. Вот. Хотя, вы знаете, вот уже на подъеме, когда ты шел на подъем, ну, в смысле я, вот, я понимал, что в принципе, вот, ну, как бы научиться можно. Но это достаточно длительный процесс, и у меня просто на это, значит, не хватит терпения, времени. Вот. Почему вышел в джинсах, соответственно? Ну, опять же, я говорю, я не профессионал. Вот. И я как бы рассчитывал, что это будет прямик. И так чуть потолкался вроде как и доехал. А тут какие-то спуски, подъемы, боже, думаю, кошмар какой-то. Вот. Но я зато освоил несколько стилей. Значит, на третьей точке я вот катался нормально очень. Потом я пропахал носом фактически, тоже то есть в принципе передом. То есть получается, да? Санный стиль попробовал, скелетонный и бобслейный в принципе. Вот. Потом пытался идти на лыжах, не получилось. Вот. А потом оказалось, что у меня были мягкие палочки, которые прогинались. Мне дали нормальные, более жесткие, и вот тогда я уже попер. А ты без палок что ли шел? Я воевал с палками очень ты сильно. Тоже, я тоже раз. Я нажал, они раз прогнулись, господи. Я на месте стою. Что за дела, думаю? Ну, в общем, палки были, видимо, рассчитаны на другой вес. Вот. Может, мы неправильно толкались? Возможно. Вот. Но опять же, мы же не профессионалы, поэтому уж простите нас за то, особенно меня, как я мог выйти в джинсах, но тем не менее, в общем-то, я не профессионал, я думаю, свою работу я сделал, до финиша дошел в итоге. Даже уже в конце со стегнутыми этими, в принципе, лыжами. Последних сил честно добирались. Да. Особенно подъем дался очень тяжело. Знаете, мы спринтера. 500 метров для нас просто пройтись пешком уже тяжело. Кросс. Это кросс, да. Поэтому, а на лыжах тем более. Ну, соответственно. Но впечатление здоровские, ребята поддержали, подъехали, начали меня учить, как ездить. Ты говорит, вот это елочка иди, потом нет, ты не елочка, лучше по колее. По колее, говорит, вперед наклоняйся, я наклоняюсь вперед и падаю вперед. Ну, так, хорошо, не так. Хорошо, назад чуть отклонись, назад упал, так, тоже не так. Ну, просто по колее едь. Я говорю, ну хорошо, говорит, палочки гнутся, может эти попробуем? А, эти не гнутся, хорошо. Ну, то есть, в принципе, я попробовал все стили и, соответственно, вот выбрал для себя идеальный, без лыж. Вам спасибо большое, вы нам подарили очень много положительных эмоций. Благодарю. Вы мне получили удовольствие, да, от нашего проката. Это не та гонка, которая, да, на следующий день была захватывающая, когда лыжники бегут профессионалы и когда любители со стороны, да, это делают, этого вида спорта. Конечно, нам было очень интересно попробовать, честно скажу. Когда я понял, я настал на спуск и понял, что меня несет, а я ничего не могу сделать, ну, приходилось как тормозить вперед рыбкой, также притормаживать. А потом вставать. Самое тяжелое, это, конечно, подъем. Когда ты не умеешь идти в гору и свободным стилем, это очень сложно, когда ты там практически лед. И ты стоишь на месте, извиняюсь выражение, то ли лыжи не едут, то ли я неправильно это делаю, да? Поэтому очень сложно. Но, честно говоря, конечно, мы очень впечатлены тем, что, да, такое мероприятие, праздник, который у вас проходит, Сибирская Ибица, это очень великолепно. Мы посетили музей. Рейс Петровны Сметаниной просто великолепно, это дорогого стоит, и посмотреть вживую, познакомиться с легендой спорта, послушать ее рассказ, посмотреть ее регалии спортивные, это просто феноменально. Конечно, побывали также мы на спорткомплексе, где боевых искусств, великолепные залы, просторы, все возможности для занятия спорта, тех видов, которые хотите вы заниматься, да, это борьба, бокс, игровые виды спорта. Раньше не было таких условий, поэтому сейчас есть возможности, где заниматься, только приходите, показывайте свое мастерство. Конечно, открытие здесь, именно парад открытия, это тоже очень великолепно. Вспоминание того, что той проходки, которую я делал на Олимпиаде, и здесь это тоже ответственный момент, когда за тобой идут спортивные школы, ДЮСШ, они смотрят на тебя уже как на человека, как легенда спорта, да, мы были раньше все такие, мы стремились, и у нас не было такого внимания, общения с такими известными людьми, которыми сейчас мы стали, поэтому у них есть все основания, есть цели, к чему идти и стремиться, и, конечно, без внимания не осталось
Сегодня я посетил также выставку художников, и я приобрел картину Анастасии Лобецкой, которая великолепно нарисована в «Поиске счастья». Конечно, я остался в восторге и передал эту картину в лицей искусства, в гимназию искусства здесь, чтобы люди, приходя туда, видели, ученики, что у вас есть такие же великолепные художники, и стремились и развивались в разных направлениях. Как по-вашему, газета «Красное знамя Севера», Елена Музыкант, вот как по-вашему, все-таки есть перспектива развития самского футбола? Ну, вы тоже видели же, да? И вот еще отдельно, может быть, Алексей скажет по поводу перспективы именно армрестлинга. Он же не затратный, по идее, да, для региона. Если самский футбол когда-то войдет в мировую элиту спорта, вот, классифицируется как вид спорта официальный, я думаю, наконец-то наши футболисты будут первыми в мире. Вот. Это первый момент. Второй момент. В перспективу армрестлинга всегда есть, везде. На самом деле крепкие ребята, вот и этот парень финалист очень достаточно крепкий. Я просто сейчас в хорошей физической форме нахожусь, и мне, в принципе, справиться фактически с любым не представляет сложности. Вот. Он такой очень вязкий, интересный молодой человек. Вот. Поэтому спорт делают люди. И здесь вот с людьми проблем нету. Дело в том, что, знаете, вот иногда приезжаешь на какие-то мероприятия, и Саша это знает, и я, смотришь в глаза, пустые глаза у людей, то есть неинтересно ничего. Здесь наполнены люди, какие-то насыщенные, знаете, и ты понимаешь, что они впитывают информацию, они впитывают общение вот это, то есть им интересно. Когда человеку интересно, он растет, он развивается. Поэтому перспективы огромные и у футбола, соответственно, и у армрестлинга в том числе. Опять же, надо создавать федерации, надо двигаться от периферии к центру, соответственно, вот, захватывать регионы постепенно. Вот, можно сказать, охватывать, ладно, такая у нас. Захватывать. А то скажут, что мы агрессивные такие, агрессивно настроенные. Вот, в общем, соответственно, пытаться это все развить. Перспективы есть, мне кажется. Причем очень весело, очень такой потешный вид спорта. Понимаете, спорт это шоу, а это шоу в чистом виде. Поэтому если его правильно подать, будет очень весело. Ну и опять же, в юбках мужикам очень весело бегать. Прям, не знаю, респект. Можно, Александр, вопрос? Вот вы человек не суеверный, да, судя по всему, вынесли знамя и все-таки победу удалось добиться. А в вашей жизни насколько вот удача играла роль? Или же все-таки больше играла роль выкладка на 100%, на жилах вытягивали победу? Как вы? Не, для спортсмена удача тоже это главная задача, потому что есть спортсмены, которые трудоголики, которые пашут, но и не хватает доли секунды, это называется удача. В первую очередь везение, удача, можно по-разному это трактовать, поэтому она необходима, потому что спортсмен, который идет на высокий результат, он понимает, что он складывает все, что от начала до конца, как он проходит свой путь, рассчитывая, тем более если у нас это командный вид спорта, тоже зависит еще от команды, их состояние команды, отношения в команде, техника, и все накладывается. И понятно, что каждая сотка это выкладывается и получается десятые секунды. Точнее, у вас не возникало с Алексеем, допустим, споров о том, что лучше, там, армрестлинг или бобслей? Может быть, вы считали, что армрестлинг мешает там участию? Не, мы все профессионалы, и тем более Алексей профессионал своего дела. Когда он пришел уже в бобслей, он был известный человек в своем виде спорта. Я пришел из саней. И тоже известный чемпион мира. Чемпионом мира был в санях, я был участником Олимпийских игр в санях уже 98 года в Нагано, поэтому мы уже были осознанно знали свои качества, и поэтому мы ставили цели общие, которые мы должны были к ним идти и выполнять их. Александр, вот нет ли желания все-таки поучаствовать, внести свою лепту в развитие детского спорта? Ну пусть не будет это бобслей, будет другой вид спорта, там в своем регионе или же в других каких-то городах, да, так как известно, что равняются вот чемпионов, у нас вот Рочев, да, Василий, там Сметанина Раиса, все они участвуют в этом. То есть у нас есть и школы, да, и детские, и юношеские. Не, конечно, хотелось бы, потому что и встречи, и езжу всегда на родину, где меня привели в спорт, где я начал заниматься спортом, и встречи со спортсменами это в первую очередь, конечно, потому что для них очень важно
прямой контакт, общение с человеком, который прошел тот путь, который им предстоит пройти. Потому что не каждый может этого пройти, во-первых, потому что некоторые на полпути понимают, что ему не хватит сил, терпения, упорства достичь этих результатов. Поэтому это важно объяснить, преподнести. Очень большое весомое значение имеют родители на сегодняшний день, в зависимости, где будет ребенок сейчас заниматься спортом. Ну, я против этого, честно скажу, потому что ребенок должен сам выбрать свой путь, а родители должны помогать в этом направлении и где-то корректировать. При этом должны участвовать тренерский штаб, потому что не обязательно, что родитель скажет, и я хочу, чтобы у меня был футболист, а он может не будет футболист, а он должен и проявить себя в другом виде спорта. Но при этом родитель упорно настаивает, что ты будешь футболист, хоккеист, потому что сейчас номер один там, да, футбол, хоккей, фигурное катание, большой теннис. Хотя он, может быть, тренер придет и скажет, ты вот будешь через 3-4 года чемпионом мира, я готов тебя подготовить и знаю, как подготовить. А родители говорят, нет. Вот это большая проблема на сегодняшний день. Ну и, конечно, мало сейчас отношения к спорту в целом, да, сейчас маленько поменялось, да, в стране, потому что понимаю, что очень серьезные провалы развития спорта, мы отстаем все равно в этом, потому что на уровень спортсменов и тот уже возрастной есть, которые тренерский штаб уходят, если их возможность принимают, но большинство людей уходит в другую сферу деятельности. Поэтому это много будет зависеть от тренеров, которые останутся на местах, от родителей, которые хотят, чтобы спортсмены и дети занимались спортом, любимым своим делом.